Открывая сессию, спикер Народного собрания Валерий Кварча отметил, что мировая статистика жертв от коронавирусной инфекции устрашает и постоянно растет. По мнению спикера, чтобы быть готовыми к последствиям проникновения вируса в страну, пока что без введения чрезвычайной ситуации в Абхазии нужно строго соблюдать меры предосторожности. Человечество находится в опасности, на самом деле, в широком понимании, и каждая страна, и каждый народ находится в опасности. Тем более такие маленькие, малочисленные народы, как мы, тем более, опасность еще больше угрожает. Мы можем вообще, не дай бог, как народ исчезнуть, если эта болезнь разыграется. Правительство наше, исполняющее обязанности президента, премьер-министр Валерий Амчехович, да и Совет Безопасности в целом, не раз по этой проблеме, по этому вопросу мы собирались, изучали, обговаривали предстоящие шаги, которые необходимо нам делать. Но реально уже вот второе или третье распоряжение издаются, можно еще больше ужесточить. Может быть, где-то можно и дать послабление, но я думаю, что мы должны обойтись без всяких послаблений. Наоборот, если чем больше мы сможем ужесточить требования к самим себе, тем больше гарантий, что нас обойдет эта болезнь, это страшная беда. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба проинформировал парламентариев о предпринятых комплексных мерах по защите населения республики. Он рассказал о работе, выполненной на сегодняшний день, и о тех ограничениях, которые вошли в новое распоряжение. Мы сразу же организовали дежурство на ПСО. Мы поставили там тепловизор. За это время несколько десятков, наверное, было возвращено в Российскую Федерацию лиц, которые шли сюда с высокой температурой. Мы их попросили, естественно, они вернулись. Те лица, граждане Абхазии, которые возвращались также с высокой температурой, естественно, уже попадали в объятия Минздрава и проводили с ними необходимую работу. В распоряжении мы закрываем рынки как один из самых серьезных источников большого скопления людей и возможного, не дай бог, распространения болезни. Мы закрываем общественный транспорт, это, конечно, вызовет большие неудобства, но это тоже один из самых серьезных источников распространения болезни. Мы школы закрыли уже давно, мы закрыли детские садики. Мы сегодня рекомендуем всем нашим органам управления на местах, органам управления центральным, задействовать минимальное количество людей, чтобы все остальные были дома. По словам Бганба, в республике есть зарезервированный запас лекарственных средств. Также он отметил, что в период карантина все продовольственные магазины во всех городах будут работать, а силовые структуры и госстандарт будут следить за незаконным повышением цен на товары первой необходимости, в том числе продукты питания. Валерий Бганба обратился к депутатам с просьбой помочь руководству страны в работе с населением, так как, несмотря на запреты, у многих граждан в планах проведения торжественных мероприятий. Люди во время карантина, не понимая серьезности ситуации, не остаются дома, проводят большое количество времени на улице и посещают места большого скопления людей. В свою очередь, министр здравоохранения и социального обеспечения сообщил, что пока у всех граждан с подозрительными симптомами на коронавирусную инфекцию результаты тестов отрицательные. Тамас Цахнакия также рассказал о готовности медучреждений Абхазии к приему заболевших коронавирусной инфекцией. Мы, руководствуемся критериями ВОЗ в плане диагностики. Там четко расписано, какие критерии, каких пациентов направлять на вот эти исследования. Поэтому это вот первая партия, которая нам предоставлена, она на первом этапе будет нам достаточно, поскольку тест-системы приобрести невозможно сегодня, они не продаются, то будем исходя вот из нашей потребности. Подчеркиваю, лаборатория бактериологическая, она в очень хорошем состоянии. У нас достаточно оборудования, чтобы проводить эти исследования. И есть вот 12 специально обученных врачей, лаборантов, микробиологов, вирусологов, которые будут при необходимости работать и в круглосуточном режиме, если такой вопрос встанет.
Депутаты Народного собрания поддержали распоряжение о новых мерах по защите населения и высказали свое мнение по этому поводу. Некоторые депутаты попросили внести небольшие изменения в пунктах. Пункт номер 2. Убрать слово «корпоративных». Написать так: запретить проведение в Республике Абхазия торжественных и траурных мероприятий. Вот внести, попросите наше информагентство внести, а потом на эту тему присесть серьезно. И завтра это будет, и послезавтра это будет. Это то, что обязательно будет собирать много людей. Нас телехубшрала из Сымша Халасвалера, Риасара, я думаю, будет польза. Александр Анкваб также отметил, что необходимо информировать население республики через все СМИ и телевидение. Нужно пошагово объяснять, что и как делать в случае проникновения коронавирусной инфекции в страну, отметил он. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.